прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится вторник, 12 мая. Оперативная помощь. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова без внимания не останется ни одна семья. В Грозном восстанавливают многоэтажный жилой дом, который сгорел накануне. Читай во имя твоего Господа. Юный хафиз Ахмед Дадаев одержал победу на всероссийском конкурсе чтецов Корана. На страже правопорядка. Каждый из этих бойцов имеет богатый боевой опыт и готов к выполнению различных задач. ОМОН Ахмат Грозный отмечает 26-летие. В Грозном приступили к восстановлению многоэтажки, где накануне произошел пожар. Огонь вспыхнул на кровле здания, мгновенно распространился на 3000 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв. Спасатели действовали оперативно и эвакуировали около 350 человек. О том, как идут восстановительные работы, в репортаже Мадины Кураевой. Яркое пламя, густой дым и десятки встревоженных людей у подъездов. Вечером в одном из микрорайонов Грозного вспыхнул крупный пожар в многоквартирном доме. Огонь стремительно распространился по верхним этажам. Сообщение о возгорании в экстренные службы поступило в 20 часов 35 минут. С учетом масштаба пожара количество медицинских бригад было оперативно увеличено до 14. На место также доставили 27 кислородных баллонов для оказания экстренной помощи пострадавшим прямо во дворе дома. Через 2 минуты на место происшествия прибыло первое отделение, первой пожарно-спасательной части. Также были по команде начальник главного управления Ильхан Сакаева, был объявлен общий сбор и были задействованы весь Грозненский пожарно-спасательный гарнизон. Благодаря четким оперативным взаимодействиям не только служб пожарных, но и всех экстренных служб пожар в кратчайшие сроки удалось локализовать и ликвидировать. Площадь пожара составляет 2850 квадратных метров. Из задымленного здания людей эвакуировали в экстренном порядке. Многие жильцы покидали квартиры в спешке, некоторые через плотную завесу дыма. Среди тех, кто первым пришли на помощь соседям, обычные жители дома. Именно благодаря неравнодушию жителей и оперативным действиям спасателей удалось избежать трагедии. Первым тревогу забил молодой человек, заметивший огонь еще в самом начале возгорания. На место происшествия оперативно прибыли официальные лица республики, руководители профильных ведомств. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров лично пообщался с жителями дома и заверил, ситуация находится под контролем главы субъекта и люди получат всю необходимую помощь. 71 квартиру, 194 жителей, пожарно-спасатель, شبك أربع خديل إنخي تمسة ولا لتجول رنين يشتغلت ده واحد أبوي وشورم زن عشتيل كروتشيني إرسل تلوان تخا زن مسرنا توسع وشبيس بيجيت بيجوا متك حاجة الله ويفون دير كورتيش سندل قال يا شوباتنا هردوم توسع حتى تدعو وردو مسيري شور كورتيش ريمون تيرو شو عمي بالخدو تبقيل إنخي تمسة مقال نتعامل تقوات ديسنا شادك وأسرني تيرو دعني استيرو وبتشوش تيل كروتشيني وشكل قلوب ودار مولا.
В результате происшествия пострадали 26 человек, среди них 4 детей. Все они получили отравление угарным газом. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. По информации врачей, угрозы жизни нет. При поступлении в состояние детей средней степени тяжести, жизнеугрожающего, алхамдулилlah, ничего нет. Первые часы оказываем всю необходимую помощь медицинскую. Также провели телемедицинские консультации с РНМУ Пирогова города Москва. На сегодняшний день 4 девочки, они все стабильной жизни, детей ничего не угрожает. К утру спасатели продолжают проливку конструкции, устраняют последствия очагов возгорания. Пожар полностью ликвидирован. После сразу же здесь начались восстановительные работы. Специалисты обследуют поврежденные квартиры, оценивают состояние конструкции и приступают к ремонту дома. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова без внимания не останется ни одна семья. Руслан Хасанов живет в 9-этажке более 25 лет. Говорит, в первые минуты после пожара было трудно поверить в произошедшее. Но после того, как сообщили, что Рамзан Кадыров поручил оказать помощь, на душе стало спокойнее. Мебель чуть-чуть осталась, она вся в саже. Реально, полностью квартира выгорела. Реально, ничего не осталось. На пульсе я шуба Рамзан Ахмадович, иди оценила, а что? Дел резко, ходок эпшта. МЧС здесь все были, бегали, ну что, оперативно все было. На время восстановления жильцы будут временно расселены в квартиры со всеми необходимыми условиями. Также для семей приобретут мебель и предметы первой необходимости. до конца Хьюж и Божий чёрный хайсно. Тон арса да эти вай подчодеры сумахвир. Тан больница тяхада кето больница дигначан. Хатра тук хауса хайсе. كقولك حوسو دو إلي إنش إسنا خز ديسن ودي إيش ديك بيرش لسات تخش أوس بس تدي إيش أو حوس هاي إيش أو ديك بيرش غير على الأرض. Сегодня здесь уже нет открытого огня, но последствия этой ночи жителям предстоит пережить. Самое главное, удалось избежать человеческих жертв, а восстановление дома, как заверяют власти, будет завершено в кратчайшие сроки. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Сайдсели Мампукаев, Вести, Чеченская Республика. 26-летие отмечает ОМОН Ахмат Грозный. Созданный на рубеже 2000-летий для обеспечения правопорядка, это подразделение зарекомендовало себя как одно из самых боеспособных. За это время бойцы проявили мужество в самых сложных спецоперациях и сегодня продолжают демонстрировать профессионализм в зоне СВО. Репортаж Лейлы Муртазовой. 26 лет, сотни выполненных задач и тысячи часов службы во имя безопасности родного края. ОМОН Ахмат Грозный отметил годовщину со дня образования. В этот день на плацу собрались действующие сотрудники, ветераны и руководящий состав силовых органов региона. В начале 2000-х годов инициатором создания в республике постоянно действующих органов правопорядка на замену временным органам государственной власти, проложившим основу сегодняшних не только правоохранительных, но всех государственных органов республики, является первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, Далгазат Хобал Дойцун, который заплатил ценой собственной жизни за мир, порядок и процветание в республике. И сегодня его дело отважно и мужественно продолжает достойный сын своего отца, глава Чеченской Республики. Более 2 десятилетий отряд особого назначения стоит на страже правопорядка. Его мужество, выдержка и высокий уровень профессионализма не раз становились залогом успешного выполнения самых сложных задач. Первый президент Рамзан Ажина, дигна университет квежри халаду, что шо, сайзара управление Росгвардии зала, что догерде алдалясон, вай мехде Рамзан Ажи зара, эшт вана университет зара,
Ramzan Ахматович, вайн юш мелдот эдуучнс техникис мосомна остад хау шо يواتعر ويتان وبنات شو زدت شو قوتش الله راتر ومسير زلا ومكدن رمضان عجينا بركل ديري صلاة سونا إيش نمانير В этот день по традиции чествовали лучших. За добросовестную службу, профессионализм и высокие показатели ряд сотрудников были удостоены государственных и ведомственных наград, памятных медалей и нагрудных значков. Полковник полиции Улашев Юсуф Шервалиевич. ОМОН остается надежным оплотом безопасности, выполняя задачи по поддержанию правопорядка в Чеченской Республике. На счету бойцов не только боевые достижения, но и спортивные. Их заслуги всегда отмечаются руководством субъекта. Каждый из этих бойцов имеет богатый боевой опыт и готов к выполнению различных задач. Региональные власти уделяют не только им внимание, но и их семьям, оказывая всю необходимую поддержку. Отряд неоднократно принимал участие в крупных операциях, включая борьбу с международным терроризмом и специальная военная операция. Бойцы наравне со всеми направились бороться с неонацистами, защищая мирное население Украины. И сегодня продолжают нести службу на передовых линиях фронта. Рамзан Ахматович Кадиров Сегодня под руководством командира Анзора Бисаева спецподразделение неизменно трудится во благо Родины, демонстрируя ощутимые результаты. Для Абдуллы Ичаева ОМОН – это часть собственной жизни. Он один из тех, кто стоял у истоков его формирования. Моя служба началась с 2000 года, 6 марта. Сегодня 26 лет, как исполнилось, как я служу. И горжусь и с честью служу своему народу. ОМОН Ахмат Грозный. Дайл газос обулдейл, дайл гештейл, Ахмат Хаш спирот ней. ОМОН доладеш. Цо иштхаял башир юх. Бай мачпача. Генерал-полковник ГРУ России Рамзан Ахматович иш доладеш. Ио штиюш чуна техникина юлхуман доладеш. Иштхадошду. Дайл мола охат Ахмат Хаш ноа хеда. Финалом церемонии стало возложение цветов к мемориалу памяти первого президента Чеченской Республики, сотрудников отряда, погибших при исполнении служебного долга. В минуте молчания, уважения и благодарность тем, кто до конца остался верен своей присяге. Лейла Муртазова, Шамсудин Джабраилов, Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. Завершился визит делегации чеченской диаспоры из Турции торжественным ужином. В течение нескольких дней гости принимали участие в серии мероприятий, призванных укрепить духовные и культурные связи с исторической родиной. Вечер прошел в теплой атмосфере. Делегаты не только оценили блюда национальной кухни, но и насладились живым исполнением чеченских мелодий от артистов эстрады. Напомним, визит соотечественников организован по приглашению Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Духазду, тохузду, кодеду oluş yas bulda kıştan hayızıştı to. Ve diye mokma bu harbettik. Ve diye mokden dakın değil. Duhaz khitiş hayızıştı to. Deres ki tokuzdalin ve aydılan havaşul dil mesela deres vil so duazven vuso son hins qixazyu. Yani her din qixaz vil maşallah. Hoşul dukkazdu ve masu veciridu. İnşallah yer veciri iş kuttur dağırdı inşallah. В Российском университете спецназа состоялся концерт для добровольцев, готовящихся к отправке в зону СВО. Артисты исполнили для бойцов патриотические песни военных лет. В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения кадетов. Подробности в репортаже моего коллеги. В Российском университете спецназа имени Владимира Путина состоялась концертная программа в поддержку добровольцев, отправляющихся на специальную военную операцию. Для бойцов выступили ансамбль МВД Забайкальского края «Родные люди», а также заслуженный народный артист Николай Рябуха, который исполнил песни военных лет и патриотической направленности. Данный концерт продолжает славные традиции фронтовых концертных бригад, которые во время Великой Отечественной войны поддерживали и поднимали моральный дух наших бойцов, помогали им в нелегком деле борьбы с фашизмом. Точно так же артисты выдвигаются в зону проведения специальной военной операции или вот как здесь выступают перед добровольцами для того, чтобы наши бойцы
шли, скажем так, в бой с уверенностью, что их ждут, что Родина о них помнит, и вносили свой вклад в дело нашей победы. В ходе концерта прошло награждение звания «Курсант-боец» от филиала Центра войн в Чеченской Республике лучших кадетов патриотической организации. Подготовку я провожу в сопровождении Центра войн с 2023 года. Усвоил науки огневой подготовки, тактической медицины, БПЛА и многие другие. Также участвовал в различных мероприятиях, соревнованиях. И я очень рад, что получил стипендию отличия «Курсант». Приятным подарком для слушателей стало исполнение песни на чеченском языке от Николая Рябухи. Как признался сам артист, такие действия укрепляют братские отношения в отряде. Сегодняшнее мероприятие для бойцов, которые отстаивают честь и мужество нашей страны сегодня на передовой. Перед ними выступить это дорогого стоит. Для меня большая радость и честь выступать перед бойцами, перед ребятами, которые делают возможное и невозможное на передовой, защищая нашу страну. Я надеюсь, что мое выступление принесло заряд положительных эмоций и боевого духа. Завершилось торжество общей фотографии участников и зрителей. Организаторы заявляют о том, что такие акции помогают сохранить единство и поддерживать тех, кто защищает нашу Родину. Такие мероприятия – это не только помощь, а также и человеческое участие, взаимовыручка и чувство плеча. Здесь нет случайных людей. Каждый пришел по внутреннему убеждению, потому что считает важным внести свой вклад. Дени Хамидов, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Воспитанник школы хафизов имени Табарика Байсултановой в Аргуне Ахмед Дадаев одержал победу на всероссийском конкурсе чтецов Корана. Масштабное состязание прошло в Карачаево-Черкесской республике, где собрались сильнейшие чтецы священного писания со всей страны. Репортаж Турпала Тайсумова. 13-летний Ахмед Дадаев уже 3 года занимается изучением священного писания. Недавно он вернулся домой с блестящей победой во всероссийском конкурсе чтецов Корана. Он проходил в городе Черкесске, Карачаево-Черкесской республике. Занятое им первое место подтверждает, что наш родной край – кузнец выдающийся знатоков книги Всевышнего. كل يوم سيرسيسكي كونكورس حلقة رمت باقن خلا وإز إشتشاد عوغي تنشاد عقاد شحا شمتكش بوش حووشو أعمد أعمد وسق ديل أن يتمسقي دوقة حافشة باش يوشا بس كونكورس كاح ليس مشكاح داق لوش بون رسي عقول إذا رسي عقول إدمير نردنا كونكورس كاحول إذا داق لوش شاشة طبعا مثلا يوحك عن بيشا قايق ريزولتات شاش حلقة متكباخ شغل متكباخ شغل متكباخ شاش حبوش مقوين مثلا دوق دزل دو إذا. Обучение он проходит в школе хафизов имени Табарик Байсултановой, города Аргун. Каждый день в классах идут интенсивные занятия. Как поделился один из преподавателей Джабраилус Сабур Алиев, таких талантливых мальчиков много. Нужен лишь правильный подход к изучению, а условия у них самые лучшие. عشياتها يحقوش تخون دي سريل صون قوش تخ ونخشي قرآن حاليا الخلل. Сам победитель скромно признается, что успех был бы невозможен без хорошего наставничества и огромного желания, а оно есть у Ахмеда Дадаева в избытке. تخان دون قرآن بفتور شاشي قرآن جاردياش إشت بفتور شاشي إشت قاشوسو كرجاش تشيركيسكي سيرسيسكي كونكورسيل بولنا قرآننا تقاديل قنيت متخوبرس الحمد لله ديك دعدي يشتغل حالا متبقى نستلغ صديل قنيت مت سندرس ولا درسي دو حال دوين سوني قرآن ديش قرآن عام وصل عامينول سوتشي تلسا يخشى أتخر سلام بيكن كجرمان سلام بيكن إيش درس ولا دوسنا قرآن تيا قرآن سوى دقة عام دايتين إتسويتان بول بيش حوش والجبرائنا درس ولا درس. В качестве награды мальчик получил сертификат на 1 миллион и другие подарки. По его словам, теперь религиозное направление – это один из смыслов его жизни. Эта победа – очередной плюс в копилке школ хафизов. Раз в 3 года они выпускают сотни ребят, способных читать священное писание по памяти от первого аята и до последнего. Турпал Тайсумов, Адлан Хусаинов, Вести, Чеченская Республика.
Национальной библиотеке на юбилейном вечере Хошбауди Бархаджиева презентовали новую книгу «На пути к свету». В основе издания поэта, переводчика и публициста, мемуары, которые автор писал на протяжении многих лет. В них не только хроника личной жизни, но и подробное описание этапов становления современной республики. Презентация собрала представителей научной и творческой интеллигенции, родных и близких, друзей и коллег автора. Выступавшие высоко оценили вклад Хошбауди Бархаджиева в развитие чеченской литературы и сохранение исторической памяти. В этом году автору исполнилось 70 лет. Isa dohaler teptirdatsa ittol kinchpil коллективш саяхичи إذا ويا مخاطرة جانش بس خلشيو أص حال يازينيو كينشكش بويزير بروزاير هينسا دون صندقدين غدرة سقوط لا إيشكوش خلشة ليل دولهم شتات ستون إيش خليته ده إسكينشكي تعلم другим словам мемуар что и сюет лела дон сон гена раздаляться дигидона вой вот ахр и шо шраха дона гимсриона нохти чаха лелдум что تعدش إذا صونا كرت هنتريتر إتوقش بدبيوات تيجين دونا خليزر الله إذا إستوري دون دا أبسكادي دميوك تشين تخاني الجينا حاجة إشتونا إتشوت أشوا شغل إتشوا هال همش ليل خلق بوش دونا هاي يتيجكنش كيوت. В образовательном комплексе «Квант» проходит региональная смена Олимпиады имени Ахмеда Цибиева «Математический мост». Школьники начали двухнедельный интенсив. Задача проекта – найти и поддержать юные таланты. О том, сколько часов у ребят ежедневно уходит на учебу, в репортаже Дени Хамидова. В течение 2 недель при поддержке Росмолодежи Грант школьники региона будут в развлекательной форме познавать науку. Началом досуга стало занятие по математике, во время которого ученики были увлечены решением задач, что стало продолжительным этапом насыщенной образовательной программы смены. Мне очень нравится здесь, так как я нашла очень много новых друзей, знакомств. Каждый день у нас проходят занятия, на которых учителя очень подробно и ясно объясняют нам материалы. Утро мы просыпаемся, идем завтракать, после чего мы идем на занятия. Между ними у нас бывают маленькие перекусы. Потом мы еще раз идем на занятия, обедаем, и потом уже мы идем на квест. А после квеста мы отдыхаем в комнате отдыха. Во время занятий прошли мастер-классы по физике, программированию и академическому рисунку. Директором комплекса были продемонстрированы условия проживания учащихся для более приятного прохождения смены. Эта площадка именно ориентирована на выявление и поддержку одаренных детей нашего региона и сопровождение таких детей. Также у нас в нашем комплексе имеются такие площадки, как детский технопарк «Кванториум», Центр цифрового образования «IT-Куб», также общеобразовательный лицей «Квант». Завершением программы стал интеллектуальный квест, в котором для победы участники должны были пройти каждую локацию и ответить на задания, связанные с информатикой. Подогревал интерес для команд сладкая награда в знак признания их успеха. В эту смену в комплекс общего и дополнительного образования приехали участники из разных районов республики. Впереди у них финальная защита проектов, где лучшие инициативы помогут получить дальнейшую поддержку. Дени Хамидов, Адлан Хусаинов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.